Дорогие друзья, снова мы находимся в гостях у известного мастера Якутии, у Николая Уваровского в его мастерской. Сегодня мы познакомимся с его еще одной работой, которая, очень интересная и захватывающая такая история у этого заказа. Ну и сейчас мы все это узнаем у него самого. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте расскажем, что вы изготовили, что это за заказ такой? Ну, это заказ частный. Его заказала женщина. Она увидела журавлей на эсэхе. На одном из тюзельге я там делал оформление из журавлей. И она захотела миниатюрную копию, можно сказать. Вот посмотрите, какая изящная, красивая работа, очень тонкая работа. Николай, вы же мастер именно по дереву. Где вы учились? Я учился в Якутском художественном училище. После этого учился в Красноярске, в Красноярской государственной архитектурно-строительной академии. И именно вот как раз все по дереву, все, что с деревом связано. Ну, в Красноярске там, по идее, не художественное образование, а чисто архитектурное Но все-таки вот ваша душа легла прямо к дереву, да? А в детстве вы занимались, как мастер, вот именно Ну да. начало какое-то было именно с детских лет, да, наверное? Скажите, вот эти прекрасные фигурки журавлей, кстати, с журавлями у нас вообще в Якутии, ну и, кстати, и у многих народов связано очень много таких красивых легенд, красивых каких-то примет, да? Недаром ведь говорят, что человек, который увидит танцы брачующихся журавлей, будет счастлив. Вот вам удалось когда-то увидеть настоящих журавлей, но только в небе, может быть? Да, издалека только. Вот как я, например, да, но я, к сожалению, никогда не видела, вот чтобы танцевали журавли. Но это нужно, конечно же, действительно, это вот дело случая, и это правда, это очень редкие такие случаи. Наверняка и поэтому связана вот эта вот примета, что если человек увидит красивых журавлей, как они танцуют, то будет им счастье в жизни. Ну, дорогие друзья, мне кажется, вот та женщина, которая заказала вам вот такой необычный, скажем так, да? Заказ. Заказала заказ. Она наверняка хочет, чтобы в ее доме было счастье, поселилось счастье, да? Вот. И все это, конечно, будет, я так думаю. Потому что журавли очень красивые, работа очень изящная. Расскажите, какое это дерево? Ну, это сделано из сосны. А почему? Да, свойства сосны какие? Ну, свойства сосны, оно, во-первых, оно легкое и податливое более-менее для резьбы. Поэтому А как вам удалось, видите, они все очень разные. Посмотрите, вот размах, по-моему, крыльев, или они одинаковые? Мне кажется, они разные. Они разные, мне кажется. Да, они, посмотрите, у всех форма разная. Да, получается. форма разная. Вот все птицы имеют даже, можно сказать, свой характер какой-то, да, разный. Крылья, а вожак какой, наверняка у него прям вот размах ого-го у крыльев. Обычно же журавлиный клин, говорят, да, то есть впереди летит самая сильная птица, а за ней уже как бы вот и замыкает, по-моему, тоже сильная птица, да? Ну, насколько я помню, вот программа Дроздова в мире животных. Ну, мне кажется, так. Вспомните, друзья. Ну, размах крыльев как раз, да? Посмотрите, они все вот эти вот, это цельное дерево или изготовлено? У меня такое ощущение, как будто прям вот, деталей тут совсем немного. Да, тут всего из 3 деталей составлена она. Получается, крылья делаются отдельно, туловище делается тоже отдельно, а потом это все подлежит склейке. То есть, получается, вот в этом изделии, то, что вы изготовили, опять-таки вот туловища, они все одинаковые или они все разные тоже?
Ну, туловища, они как бы одинаковые все. да. Одинаковые. А вот дело все именно в крыльях, да? Да. Крылья, то есть, ну, для того, чтобы добиться вот такого вот плавного, красивого изгиба, что нужно сделать с деревом? Ну, его нужно как-то смачивать, вот какие-то хитрости. Ну, тут хитрости, в принципе-то, не особо такие хитрости. Но вот берется вот несколько заготовок, скажем, вот таких вот. Ну, предварительно сперва делаются шаблоны. Вот именно вот крыло отдельно, туловище отдельно. И вот это вот все нужно будет перевести карандашом на заготовку. На заготовку. Ага. Вот, друзья. Да, это все. Теперь мы можем, смотрите, вот такой вопрос. Вот чтобы добиться именно такой композиции, конечно, можно повесить у себя там где-то с потолка вот летящую такую парящую птицу одну, а здесь у нас целая композиция, 7 журавлей. Они, ну, допустим, вот вы сделали вот этот макет, он одинаков должен быть, да, для всех фигурок? Ну, если это композиция. Да, в основном он как бы идет одинаковый, но потом, как сказать вам, объяснить-то, форму, например, если вот у меня вот уже есть заготовка, тут уже вот эту вот форму можно по-разному вырисовывать. А потом это все уже распиливать нужно. На станке. На станке, Ну, давайте да. попробуем, покажите, как вы это делаете, и мы проследим вообще все этапы изготовления такого вот изделия, такой прекрасной, замечательной птицы. Ну вот, сперва берем заготовку, шаблон. Шаблон я предварительно заранее подготовил, сделал. И обрисовываем сперва карандашу. Тут каждое перышко нужно прорисовывать. Да, каждое перо. А потом они, как бы, они будут также деревянные, или, ну, в смысле, вот этот цвет, вот именно, природный цвет, или будут покрыты лаком, или можно покрасить как-то? Ну, заказчица сказала, что она хочет, чтобы она была как Естественное да, дерево. дерево. И никакой покраски она как бы не захотела. Да, поэтому оно так и останется. Но мне кажется, вот ваша заказчица, она интересный у нее такой вот запрос, да, был, то, что она вот попросила вас изготовить именно этих птиц, именно вот в таком виде, прям парящий караван, да, караван же называется, вот, журавлиный косяк. Ну вот, одно крыло уже нарисовал. Тут И уже сама Да, фигурка, да. А смотрите, вот эти вот дощечки, я вот хочу обратить внимание, они все как бы небольшие, да, по размеру. То есть можно... отходы, из отходов это, делаются да, практически из отходов. То есть из больших каких-то, ну, изделий каких-то, которые вы изготавливаете очень давно. А я напомню, что Николай много работает, ну, в общем-то, его мастерская, она имеет очень много станков, которые предназначены именно для работы по дереву. И мастер изготавливает даже мебель, поэтому, конечно же, остается очень много отходов. А эти отходы можно использовать вот таким вот образом для изготовления каких-то вещиц, для интерьера, для красоты. Можно украсить и дом, и свой какой-то там квартиру, загородный дом, дачу, может быть. Вот и все. Да? Да. Тело у нас птицы готово, готово крыло. Да, и вот еще уже как бы сделал заранее. То есть вы уже выпилили вот да. к нашему приходу. А вот скажите, вот это выпиливается каким образом? О, как интересно здесь. Это все на ленточном станке выпиливается. Как долго изготавливается одна фигурка? Ну, одно крыло, ну, примерно минут сколько, ну, 10-15, может быть. То есть вот вы нарисовали, и вот это крыло, оно 10-15 минут на ленточном... Это вот основная форма выпиливается примерно так вот.
Николай, скажите, а вот учитывая интерес людей к такого рода изделиям, ну, не все имеют дорогостоящие такие вот станки дома. А есть ли у нас в городе, в Якутске, такая услуга, допустим, вот я хочу сделать что-то сама, например, ну, под вашим чутким руководством, для украшения, там, скажем, ну, для что-то вот, какую-то интерьерную вещицу. Вы позволите прийти, например, и под вашим чутким руководством воспользоваться, ну, за определенную плату вот вашим станком, например. Ну, в принципе, да, можно, конечно. Подумать вот над Да. этим предложением, да? Ну, мне кажется, вот было бы интересно. То есть прийти, ну, какой-то мастер-класс у вас взять, да? И у вас же, используя, допустим, или свои какие-то отходы, да, деревянные вот эти вот, ну, огрызки, скажем так, от больших каких-то монументальных вещей, ну, и, или у вас как-то позаимствовать, да? Купить, скажем. Ну, у меня, в принципе, отходов очень много. Поэтому вот для таких поделок, в принципе, у меня материала вообще очень много Ну, то есть, да, получается. на самом деле, действительно, кому хочется заниматься, это же столярное, да, вот, скажем так, связано со столярным делом производства. Не все, естественно, не у каждого дома может оказаться вдруг какой-то там нужный станок необходимый. А людям хочется сделать что-то свое, уникальное. То есть, в принципе, вполне возможно, да, у вас это сделать. Ну что, будем выпиливать? Ну, давайте, Давай. пройдемте к станку. Ну вот, и я выпиливаю крыло, вывожу каждое перышко, прорезаю все полностью по контуру. Ленточная пила, она заменяет лобзик. Сейчас это удобно, да? Да, это очень удобный станок. А раньше как вот до ленточной пилы что делали? Раньше это все вручную лобзиком выпиливалось мелкими пилками. То есть вот эти мастера, как бы, они раньше все это сами делали, да? Да, Ну, это все такие. вручную. Ну, я раньше тоже Вручную. сам, когда начинал работать, я тоже все выпиливал вручную. А вот эти вот изделия малой формы, как они называются, да, вообще школы российские какие-то можете отметить? Ну, у кого-то вы учились, может быть, этому делу? Мастера по дереву тоже есть. Вот мой преподаватель Дорофей Харлампиевич Яковлев. Вот он был очень даже хорошим мастером. Именно по дереву, да? Да. А самые лучшие деревья, какие вот, ну, скажем так, благодарны, скажем так, что, ну, как-то вот отзываются легко именно на вот эти вот изделия, что вот их вырезают прям. Ух, так, это было, когда мне было лет 5, что ли, я отца упрашивал, чтобы он мне сделал пистолет, автомат, там, ружье, что-нибудь из этого. У него, как всегда, времени не было, вот поэтому я пошел в теплицу, когда мне было 5 лет. Взял отцовские инструменты и сделал себе пистолет. Самостоятельно? Да, самостоятельно. А какие-то были инструменты? Это была обычная пила, молоток, там, стамеска. Все. Ну, папа показал, потом вообще оценил работу? Я как бы это сам на бум делал. Просто видел, как он строит теплицу, да? И у меня просто в голове это отпечаталось, как он пользовался стамеской, ножовкой. Вот это вот все как бы в памяти осталось. И после этого я уже как бы сам решил попробовать. И А где получилось довольно-таки очень неплохо. Даже я потом показал отцу. Отец сказал, короче, обвинил меня, то, что я ему набрал.
где-то я у кого-то это украл или что, но никак не сам сделал. Отругали Даже еще меня, да. так. То есть папа не поверил. Мгм. Вот это да. Скажите, а вот еще, когда вы только начали вырезать из дерева, какие работы вас вдохновляли? Может быть, что-то смотрели где-то дополнительно? В какое время вы увлеклись именно вот работой по дереву? Ну, это уже со школы, в принципе. Именно со Да. школы, да? То есть с тех пор. И раньше вообще работа с этими мастерами была же какая-то наглядная такая, наглядно-прикладная, скажем так, да, работа. То есть вам показывали, вы повторяли. Именно вот видели мастера, его руки, как они делают, какие. У нас в школе как бы был учебно-производственный комбинат межшкольный. Вот там у нас преподавали резьба по дереву. Приблизительно, ну, как с 9 класса, по-моему, начиналось. И 3 года до окончания школы. Вот там, в принципе, и научился вырезать из дерева. А сегодня какие мастера вас вдохновляют? Может быть, что-то смотрите где-то? Сейчас же Да, очень сейчас-то много очень много, возможностей. да. Сейчас-то очень много же всяких разных, там очень даже очень хорошие мастера есть. Там у них работы Эрмитажа достойные. Скажите, а вы сами ведете свои социальные сети какие-то? В соцсетях, да, есть у меня, в принципе, свои странички. Ага. Ну, люди именно находят вас вот по социальным сетям сегодня. А только из Якутии или, может быть, кто-то обращается к вам из-за пределов нашей республики? Да, из Москвы тоже бывают иногда заказы. Ага. Как-то карасей заказали, сделал, им понравилось, они еще заказали, но у меня сейчас со временем никак не получается. Да и потом как бы номер телефона потерялся сейчас, не знаю даже. А это какая-то мебель или что они заказали? Нет, просто деревянных карасей вырезал. Вот, мгм. Тоже для интерьера, да? Да. Здорово. А для дома, для своего вы находите время, чтобы что-то приготовить, изготовить, вырезать? Ну да, бывает. Но самая В принципе. любимая работа, которая у вас в доме, ваша, какая? Ну там, в принципе-то не такая уж, чтобы там аж супер какая-то там была работа. Ну, полочки там, все такое, там столики маленькие есть. Ага. Консоли, да? Да, консоли. Вот такое крыло выпилил Николай на своем ленточном станке. Мгм. Раньше, как вы сказали, это работали лобзиком. Следующие этапы работы. Следующие этапы, тут уже нужно обрисовывать, например, ну, не например, а форму крыла. Их нужно сделать зеркально. Мгм. То есть очень, чтобы это было все одинаково, выглядело Да. красиво, да? Да. А, вот как. То есть, получается, из цельного бруска получаются вот такие вот изящные крылья. И наклон, и все. Главное, чтобы эти два крыла были зеркальные, да? Потому что вот эта птица, она парит прям, она в полете. Момент зафиксирован именно вот как птица летит. Ну вот, форма крыла, вот так вот примерно, чтобы должна была быть. А тело какой толщины должно быть? Ну, тело тут еще, получается, тут еще нужно вот по шаблону вот этому нужно сделать профильный рисунок. Ну, шаблон наложить, его тоже нужно прорезать на ленточную. То есть это вот вы здесь вот должны, да, прорисовать вот именно по шаблону. А здесь есть, нужно или как-то вы сами на глаз это все делаете? Что Ну, прорисовываете. Или у вас прорисовываю, вот шаблон? именно вот шаблон именно по шаблону. налаживаю и карандашом обвожу. Ну, имеется в виду боковая сторона. Мгм. Вот. И точно так же вырезаете. Да, а потом точно уже так же. остаются такие детали. А потом идет, ну просто уже идет доработка, сглаживание углов.
А чем вы это сглаживаете? Вот этим аппаратом. Ага. Это Ленточная шлифовальная машина. То есть сегодня настолько вообще труд мастеров, он облегчен, да, именно с помощью вот этих вот машин, которые все делают быстро, четко, да. Ну, допустим, если бы это вручную вы это делали, наверняка по времени это бы заняло очень длительное время, Ну да. да? Ну тут все равно идет конечная доработка, но все равно нужно вот это вот все Именно вот вручную, форму, да, наверное? да, ног, это нужно все полностью стамесками прорабатывать. Ножами. Вот стамески у меня вот наборы есть. Вот такие вот. И это вручную Да, это получается, все да? вручную. Всё ага. вручную. Вот такими стамесками еще О, пользуюсь. какой набор у вас большой. Они все острые. Как вы их, если они затупляются, вы сами их там Да. натачиваете как-то, да? Сам точу. Если что, вот еще бормашинка есть. Бормашинкой тоже. Бормашинкой тоже она идет в ход. То есть вот смотрите, все вот эти детали, да, это вот именно вот крылья, вот зубчики, крылышек, да, они все прорабатываются или Вручную. вот это все вручную, да, получается? Вот эти вот, ну, скажем так. Да, прорези эти вот перышки. Очень красивая работа, просто вот прям приятно очень держать в руках. Скажите, вы сказали, что вот эти изделия вы изготовили из сосны. А допустим, вот здесь мы взяли, ну вот вы показываете, что вот это вот кусок березы, да? Да. Доска березы. Можно, да, в принципе, березы? можно сделать из березы. Она намного крепче и как бы Долговечная. да, долговечная она получается. Ну, точно такие же, допустим, изделия можно будет из Да. березы, да, изготовить? Можно сделать. Но вот, допустим, говорят же, что сосна, она мягче. Это так? Да. Ну, как-то проще с ней работать, да? А с березой? С березой, да, чуть посложнее будет, она потверже будет То и есть плотнее. и структура вот дерева самого, да, вот здесь вот видно на срезе, она как бы, ну, не как сосна, да? А сосна, она и легче, по-моему, она вот даже вот Да. такая очень тяжелая. Это тяжелая получается. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня мы увидели, познакомились с некоторыми деталями работы, как раз как мастер готовит, с чего начинается его работа. И поэтапно мы посмотрели, как вырезается вот фигурка вот этого журавля парящего. Очень красивое изделие. Но если кто-то заинтересуется, вполне возможно попробовать сам наверняка. А вообще вручную, без станков, ведь раньше же как-то вырезали мастера, это же можно сделать? Да, конечно, можно. Это все делается элементарно. А вот это вот можно зашкурить, наверное, вот есть же очень много тоже сейчас приспособлений, как называется вот эта шкурка обычная, да? Наждачная бумага. Наждачная бумага. И все это, в принципе, можно сделать наверняка своими руками, да? Без использования станков. Сейчас станок это, конечно, очень хорошее подспорье для мастера. И примерно сколько занимает по времени изготовление вот одной фигурки? Ну, где-то одного дня примерно хватает. А один день полностью Да. вот от начала и до конца, до склеивания, да, до работы вот именно уже вручную каких-то деталей, потому что уже станок, к сожалению, вот как-то красиво так вот, ну, не сможет, да? Да, на доработку еще там, в принципе, если вручную все вырезать, все подтачивать, ну, где-то еще, может быть, один день уйдет. И то есть вот каждое изделие, оно несет в себе теплоту, да, потом вот энергию мастера. Ну, очень красиво. Друзья, ну что, пробуем?